Чтобы мы видели себя. Можно сделать? Все уже, да? Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы приветствуем вас на просторах интернета. Сегодняшняя наша встреча посвящена, можно сказать, злободневной теме профилактики дорожно-транспортных происшествий, целевой аудиторией которой у нашего семинара будут образовательные организации. А что же касается деятельности той, о которой мы сегодня будем говорить, это, конечно же, наши дети, наше подрастающее поколение, те, жизни которых и здоровье нам необходимо беречь. Наш сегодняшний вебинар, мы надеемся, что он будет очень насыщенным на информацию для вас. Сегодня к нам в Институт развития образования пришли Мария Николаевна Полякова. Она является инспектором отдела профилактики дорожно-транспортных происшествий. Да, я перепроверю. Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Республике Коми. Кроме того, сегодня в нашей аудитории Ребров Юрий Юрьевич, заместитель директора РЦДО, руководитель технопарка «Кванториум», который также возглавляет лабораторию безопасности по данному направлению. Вместе с Юрием Юрьевичем сегодня присутствует здесь, но пока не позволяет нам вот камера показать всех участников, но с нами еще есть и Попов Андрей Федорович, педагог доп. Образования РЦДО, Центра профилактики дорожно-транспортных происшествий РЦДО. Так вот, прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению наших вопросов сегодняшних, хотела бы сказать о том, что данный вебинар будет записан. Данный вебинар будет опубликован на сайте Института развития образования. Кроме того, к нему же будут приложены такие ссылки, как примерный план деятельности образовательной организации по данному вопросу. Кроме того, те методические рекомендации, которые уже разработаны на данный момент институтом, они будут дополнены, и если у вас будут какие-то предложения или, возможно, даже критика, мы готовы их выслушать и даже, возможно, включить в ту разработку, которая на данный момент у нас имеет место быть. Итак, сегодняшнюю встречу мы построим таким образом. В теме нашего сегодняшнего вебинара, прежде всего, основа правового регулирования профилактики детского дорожного травматизма. Об этом нам сегодня расскажет Мария Николаевна. Затем мы перейдем к практике деятельности в образовательной организации по направлению по мероприятию «Безопасное колесо». Об этом нам пояснит Юрий Юрьевич. В завершении нашей сегодняшней встречи я с вами поговорю о примерном плане работы отряда ЮИД в образовательной организации. Опять же напоминаю вам, что все ваши вопросы мы готовы выслушать. Если, может быть, у вас они появятся к концу нашего вебинара, они будут переданы тем специалистам, которые сегодня присутствуют. Итак, переходя непосредственно к информационному блоку, хотелось бы сказать о том, что востребованность данной тематики бесспорна. И об этом говорит статистика. Мария Николаевна пояснит, какая у нас на данный момент статистика и в Сыктывкаре, и по Республике Коми. И то законодательство, которое сегодня имеет место быть на федеральном уровне и на региональном, конечно же, обязывает нас, как участников образовательного процесса, выполнять данные направления. К слову сказать, к той методической рекомендации, которую мы разработали, прилагается упомянутый уже примерный план деятельности отрядов ЮИД. Мы бы хотели, чтобы он был типовым, но для этого нам необходимо согласование со всеми организациями и ведомствами, которым вменено данное направление. Мы, конечно же, говорим прежде всего о ГИБДД, мы говорим о муниципалитетах, которые также, согласно федеральному законодательству, обязаны каждый систематически принимать программу мероприятий по снижению смертности и вообще ДТП на дорогах. Кроме того, это образовательные организации, подшефные им, возможно, будучи учреждения,
Ну, в общем, блок работы очень большой. Я имею в виду, например, если это подшефное учреждение, дошкольная образовательная организация. Блок очень большой, поэтому мы приступаем. Я передаю слово Марии Николаевне. Добрый вечер, уважаемые участники вебинара. Сегодня я хотела бы рассказать о той статистике, которая у нас о тех зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли за 10 месяцев, и также рассказать о том, какая работа ведется как сотрудниками госавтоинспекции, так и во всех образовательных организациях, и что необходимо сделать для того, чтобы цифры аварий с участием детей наконец-то пошли вниз. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается одной из самых актуальных. Наверное, все вы согласитесь, что на дорогах республики чаще всего страдают дети. Если посмотреть сводку МЧС, там есть происшествия, связанные с водной стихией, с пожарами, но нигде не страдает такое количество детей, как на дороге. За 10 месяцев текущего года на дорогах Республики Коми произошло 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 ребенка погибли и 116 получили травмы различной степени тяжести. В 3 районах мы отмечаем рост количества ДТП с участием детей. Это город Сыктывкар, город Усинск и Кнешпогосский район. Если в Сыктывкаре к 10 месяцу немножко получается выровнять статистику, сейчас разница с аналогичным периодом прошлого года всего одно ДТП, то, к сожалению, в городе Усинске за 10 месяцев мы прибавили целых 8 дорожно-транспортных происшествий, и в отличие от прошлого года, в этом году в Усинске погиб ребенок, это 2-летняя девочка в июле месяце. Также хочется упомянуть, что, анализируя дорожно-транспортные происшествия, мы всегда обращаем особое внимание на то, каким образом они произошли, что способствовало наступлению, в том числе тяжких последствий. На особом внимании, естественно, дорожно-транспортные происшествия с участием детей. За последние 5 лет в ДТП погибло 24 ребенка. Это целый класс. 19 из 24 – это дети-пассажиры. И хочется отдельно остановиться на том, что из 19 пассажиров только 1 ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве. Говоря о таких цифрах, наверное, бесспорно о том, что во всех дорожно-транспортных происшествиях, которые страдают либо погибают дети, виноваты мы с вами. Виноваты именно взрослые, потому что именно мы не научили, именно мы, сажая в автомобиль, не приучили пристегиваться, мы не купили автокресло, мы не показали и не рассказали ребенку, как переходить дорогу. Показательным, наверное, являются 2 дорожных транспортных происшествия. Это в городе Сосногорске в марте этого месяца. Семья, мама, папа, 3 детей возвращались в город Усинск. И в Сосногорском районе папа выехал на полосу встречного движения, случилось столкновение. В момент столкновения все 3 детей были не пристегнуты. Дети 12 и 4 лет, 2 близнецов. Дети получили сильнейшие травмы, младшие дети были прооперированы, машина была дорогая. Возникает вопрос, неужели не хватило денежных средств, либо возможно, мотивации какой-то у папы для того, чтобы обеспечить безопасность собственных детей в машине. Второй случай, наверное, больше знаком жителям города Сыктывкара, когда в присутствии мамы в конце января 3-летняя девочка выбежала на красный свет на пешеходный переход и была сбита автомобилем. Ребенка не успели доставить в детскую республиканскую больницу, она скончалась в карете скорой помощи. То есть ДТП произошло на глазах родителя, который, по сути, наверное, мог предотвратить его, держа ребенка за руку, научив не выходить на дорогу без руки мамы, без разрешения мамы и так далее. 56 детей из 119 в момент ДТП находились в сопровождении взрослых. Это почти половина. То есть почти половина ДТП случалось на глазах взрослого, в том числе
ДТП со смертельным исходом. 2 деток от 3 и 2 лет у нас погибли. Одна в присутствии мамы была в непосредственной близости. Во втором случае мама находилась в магазине, 2-летний ребенок бегал через дорогу. Вышли они вместе на прогулку. Все это я говорю для того, чтобы еще раз подчеркнуть роль взрослого человека в научении, в привитии правил безопасного поведения на дорогах. Также, анализируя дорожно-транспортные происшествия, можно сказать, что 50% детей, участников ДТП, это дети в возрасте от 7 до 10 лет. То есть это дети начальной школы. С одной стороны, наверное, это связано с тем, что дети в таком возрасте становятся более самостоятельными, они самостоятельно начинают ходить в школу, ходить на кружки, секции и так далее. С другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что дети забывают о правилах дорожного движения, нарушают их, не помнят, бегут вместе куда-то, забывая про все на свете. И опять же, вина нас, взрослых, в том, что не научили, не показали, не напомнили, выходя из школы, не напомнили, выходя из дома, каким образом нужно переходить дорогу, каким образом нужно садиться в автомобиль и так далее. А на втором месте дети в возрасте 11 до 15 лет. Это 30% пострадавших. Дети подросткового возраста, которые считают себя взрослыми, которые считают себя быстрыми, ловкими и умелыми, но при этом не могут в полной мере оценить всю опасность происходящих событий рядом. К сожалению, не умеют пользоваться теми правилами и, возможно, той информацией, которую они получают из интернета, от сверстников, от взрослых и так далее. В решении проблемы травматизма на дорогах принимают участие несколько ведомств. И очень бы хотелось, чтобы эта работа была слаженная. Это и органы исполнительной власти, потому что в каждом муниципалитете принимается план работы по обеспечению безопасности дорожного движения. Это и образовательные организации, в том числе и дошкольные. Это сотрудники госавтоинспекции, которые выходят с различными акциями, мероприятиями и так далее. Ни в коей мере не снимаю ответственности с нас, но хочется отметить, что на 800 тысяч жителей в Республике Коми приходится всего 700 сотрудников госавтоинспекции. Из них всего 11 специалистов, которые работают в области пропаганды безопасности дорожного движения. И при всем желании, к сожалению, в каждую школу и в каждый класс физически зайти не получается. Поэтому большая надежда на то, что в области обучения правил дорожного движения нам помогут прежде всего родители и образовательные организации, потому что именно они видят детей каждый день. Именно они владеют навыками эффективного обучения, в том числе навыками безопасного поведения, вообще во внешней среде, и в интернете, и на дорогах, и на воде, и так далее. Наверное, современная школа владеет большим количеством практических программ овладения и приучения к каким-либо знаниям, навыкам, умениям, в том числе правилам дорожного движения. Одним из таких направлений является направление деятельности отрядов юных инспекторов движения. Все вы знаете, что данному движению в России исполнилось в этом году 45 лет. Эффективность данной работы зарекомендовала себя и в России, в том числе в Республике Коми. Дети наши выезжают на республиканский конкурс юных инспекторов движения, причем показывают хорошие знания. Последний раз это было 21 место из 90 регионов присутствовало на данном мероприятии. Но, к сожалению, хочется сказать и о минусах. О том, что не во всех районах это движение активно развивается. В тех районах, в которых оно развивается, мы столкнулись с тем, что там не существует плана работы. План работы на самом деле необходим, потому что мы наблюдаем, что большинство отрядов ВИД, не говорю про все, к сожалению, это дети, которые выходят на разовые акции, в том числе сотрудниками госавтоинспекции, но планомерная работа, направленная на усвоение знаний правил дорожного движения, на их пропаганду в образовательной организации не ведется.
Не хотелось бы говорить о тех организациях, где эта работа поставлена отлично, но, к сожалению, мы сталкивались даже с случаями, когда сами педагоги некомпетентны в знаниях правил дорожного движения допускают грубые ошибки, преподавая подобные знания. Когда я готовилась к данному вебинару, хотела найти, каким образом трактуется вообще юный инспектор движения, определение, но определение не школьное, не такое зазубренное, а важное и, наверное, интересное. Юный участник отряда «Элит» может быть организатором, художником, музыкантом, журналистом, актером, режиссером, звукооператором и оформителем. Но прежде всего это знаток правил дорожного движения. Он учит ПДД сам, учит своих сверстников и напоминает взрослым о культуре дорожного движения. Вот, наверное, это та глобальная цель, к которой все мы с вами хотели бы прийти. А результат этой цели – это снижение дорожно-транспортного травматизма в республике и в каждом городе и районе. И, наверное, самое важное, чтобы на дорогах не гибли дети. Ведь они рождены для жизни, для улыбок, для радости. Я думаю, что все вы со мной согласитесь. В этом году, в 45-летие отрядов ЮИД, было много документов, которые так или иначе касаются деятельности ЮИД, в том числе большой документ от ГУАБДД и Минобр России, в котором были поставлены определенные задачи и планы. К сожалению, не все планы удалось реализовать, но часть пунктов получилось выполнить на интересном и достойном уровне. Очень бы хотелось, чтобы вся та деятельность, которая велась в этом году, не осталась в 2018, а продолжилась дальше. И профессионализм вас, как педагогов, с каждым годом рос. Наверное, на этом я выступление свое закончу. Если у вас будут вопросы, буду рада на них ответить. Да. Мария Николаевна, прежде чем мы дадим слово Юрию Юрьевичу, мне бы хотелось, чтобы вы немножко сказали о мероприятии «Безопасное колесо», для того, чтобы предвосхитить выступление Юрия Юрьевича, потому что именно они выходили в образовательные организации и готовили участников к данному мероприятию. Что вы могли пояснить? Конкурс «Безопасное колесо» – это конкурс юных инспекторов дорожного движения. Проводится он уже не первое десятилетие. В Республике Коми с февраля по, наверное, май проводятся муниципальные конкурсы, где определяется команда победителя в городе или районе. В самом конкурсе есть несколько подконкурсов, назовем их так. Это знатоки правил дорожного движения, медицинская помощь, ОБЖ, фигурное вождение велосипеда и вождение в автогородке. Все победители муниципальных и городских конкурсов приезжают к нам в сентябре месяце в Сыктывдинский район, где мы проводим республиканский конкурс юных инспекторов движения, где определяем победителя. Почему именно такое время? Потому что российский конкурс проводится у нас чаще всего в конце мая, в начале июня. И у нас есть несколько месяцев в запасе для того, чтобы деток подготовить к выезду уже на России. Подготовкой занимается не только педагог, мы всегда оказываем максимальную содействие и помощь. У нас приезжают наши специалисты, готовят. Мы всегда связываемся с медициной катастроф, которые также консультируют ребят по оказанию первой медицинской помощи и ОБЖ. В этом году конкурс также проходил в сентябре в Сыктывдинском районе в детском оздоровительном лагере «Чайка». Победителями стали дети из Усть-Юнского района, которые представят Республику Коми в 2019 году на уже российском этапе конкурса. Так, Юрий Юрьевич, вам слово по направлению, о котором мы... Андрей Федорович, приглашаю. Андрей Федорович, да. К нам присоединяется Андрей Федорович Попов, педагог ТОБ образования, который реализовывал данное направление. Но Мария Николаевна, не уходит, уважаемые слушатели. Она готова выслушать ваши вопросы. Уважаемые коллеги, добрый день. Я представляю Республиканский центр дополнительного образования, являюсь заместителем директора по развитию детского технопарка «Кванториум».
на базе которого и реализуется проект Федеральной лаборатории безопасности, о котором сказали коллеги. Со мной Андрей Федорович Попов, педагог дополнительного образования, который непосредственно курирует всю работу лаборатории безопасности на базе нашего учреждения. Это наш опыт, это достаточно такая большая серьезная работа, реализация этого проекта по городу Сыктывкар и по республике Коми в частности. Что из себя представляет комплекс лаборатории безопасности? Ну, во-первых, это выездное транспортное средство на базе автомобиля Ford, которое оснащено всем необходимым оборудованием для эмулирования реальной ситуации на дороге. Кроме того, это достаточно мощный учебно-методический комплекс, который направлен на 4 основных поля деятельности. Во-первых, это работа со взрослыми. Во-вторых, это работа с самостоятельными детьми-пешеходами. В-третьих, это будущие водители. И четвертая категория – это направление родителей. Почему выбраны такие категории? Потому что, ну, во-первых, понятно, сами дети – это основная зона риска, о которой, в принципе, только что был разговор. Ну, а во-вторых, и что, наверное, даже еще более важно, это работа с теми людьми, которые непосредственно контактируют с детьми. Прежде всего, конечно, это родители. Потому как только родительское воспитание может максимально обезопасить детей и предотвратить те случаи дорожно-транспортного травматизма, которые мы сегодня наблюдаем. Чем чаще родитель уделяет этому внимание в своей семье, своему ребенку, тем меньше в итоге мы получаем крайне негативные отрицательные статистики. Ну и еще один момент – это, конечно, работа с педагогами в образовательных учреждениях. Вот было сказано, что задача школ вести профилактическую работу, пропагандическую работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей. Но для того, чтобы ее вести качественно и правильно, педагогу самому нужно научиться очень-очень многим моментам, начиная от методов подачи материала и заканчивая правильностью этого материала, который он доводит до ребенка. Вот всеми этими ключевыми направлениями и занимается лаборатория безопасности. Эта работа очень большая, работа очень сложная, но крайне-крайне важная. Вот на сегодняшний день лаборатория безопасности уже отработала порядка 9 месяцев. И за эти 9 месяцев мы отработали с детьми в количестве порядка 8 тысяч человек. Большие цифры. Ориентируемся мы в основном на аудиторию 1-3 класс и 6-8 класс. Почему именно эти аудитории? Потому что это те возраста, которые максимально, по данным статистической отчетности Государственной автомобильной инспекции, подвержены риску. Если говорить о возрасте 1-3 года, то это, как правило, наверное, невнимательность родителей прежде всего. Да? И здесь упор нужно делать на работу с родителями. То категория 6-8 класс – это уже самостоятельно достаточные дети, которые еще не, грубо говоря, не сконцентрированы вниманием на происходящем вокруг. Изучая статистику, можно говорить о том, что основные дорожно-транспортные происшествия происходят в районе школ и в период окончания занятий, как первой, так и второй смены. Вот, учитывая эти данные, мы выстраиваем свою плановую работу со школами совместно с управлением образования. Вот на этот учебный год у нас запланирована работа по 20 школам города Сыктывкара и района. Вроде бы и немного, да, но учитывая, что в каждой школе энное количество классов, соответствующее этой категории детей, вы представляете, какие объемы детских ног проходят через наше учреждение. Конечно, есть еще и большая такая задача – это выездные мероприятия. То есть одно дело можно заниматься на базе технопарка работой, да, где достаточно удобно и оборудовано
Все для этого. Другое дело выезжать в удаленные районы на базе нашей лаборатории, на базе Форда и проводить дистанционную работу уже непосредственно с и руководителями, и педагогами для повышения, наверное, эффективности и массовости этой работы. Потому что ну, ресурсов одной лаборатории на всю республику, крайне недостаточно, согласитесь. Да? И тема, по которой, в принципе, мы сегодня здесь собрались, юные инспектора дорожного движения, она и направлена на то, чтобы максимально расширить аудиторию, которая работает на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей. Вот это основные наши задачи. Что-то, может быть, добавит Андрей Федорович. Он, наверное, больше расскажет уже непосредственно о практике и о методах реализации вот этой программы, о которой я сегодня рассказал. Спасибо. Андрей Федорович. Презентацию будете открывать свою? Да. Вот на рабочую сторону. Юрий Юрьевич, пока ваш коллега готовится, может, вы скажете, как к вам можно обратиться к образовательным организациям по тем направлениям, о которых вы сказали? Обратиться очень просто. На самом деле, достаточно написать заявку, направить ее на Республиканский центр дополнительного образования, на директора Арабову Наталью Валерьевну, с пометкой «Лаборатория безопасности». Но, коллеги, сразу хочу сказать, что работа наша плановая. Да, по мере возможности, ее нужно согласовывать заранее. Конечно, да. По мере возможности мы, конечно, реагируем на запросы, но реагируя на запросы, мы, значит, отодвигаем свой план работы, который формируется на начало учебного года. Это мы и хотели озвучить, чтобы вас тоже, так сказать, предупредить вас как участников, что на самом деле работа ведется, она ведется планомерно, и ожидать от того, что в каждую школу сейчас придет лаборатория, мы пока на данный момент не можем, так сказать. Но в последующем наша деятельность, ваша деятельность. Смотрите, по поводу школ мы потихоньку проходим по всем школам в транспортной доступности. Да, транспортной как доступности. Города Сыктывкара, так и близлежащих районов. Просто на это нужно время. Да? Силами одного автомобиля и одной команды. Это крайне тяжело. Невозможно. Поэтому, если кто-то нас и ждет, спасибо вам за это, и мы обязательно до вас доедем. Просто наберитесь терпения. Что касается дополнительной работы, можно сказать о том, что лаборатория в летний период в обязательном порядке выезжает на детские оздоровительные лагеря. Опять же, в рамках транспортной доступности. Что касается мероприятий, но об этом тоже уже сказали, мы принимаем участие как и в «Зеленой волне», так и в «Безопасном колесе». И в этом году мы максимально помогали подготовке команды для отправки на всероссийский конкурс «Безопасное колесо 2018». Достаточно такое важное для нас событие, важная для нас работа, и мы очень рады, что у нас появилась возможность принять в ней участие. В будущем, конечно, мы также будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы и дальше помогать своим коллегам в подготовке наших с вами детей к этим мероприятиям. Спасибо, Юрий Юрьевич. И предоставляем слово Андрею Федоровичу. Спасибо большое. Но я хочу пока представить небольшую презентацию по работе Национального центра лаборатории безопасности. Вот мы здесь видим как раз автомобиль лаборатории безопасности, который был представлен на открытии технопарка. Это происходило во время действия ноября 2017 года. Ну и, соответственно, вот эта прекрасная машина, в которой у нас, это передвижной целый комплекс, в котором есть масса оборудования, с помощью которого мы можем развернуть несколько перекресток, ограничить какое-то движение, выставить дорожные знаки, светофоры и провести какие-то обучающие моменты для детей в любом образовательном учреждении. Следующий слайд, это как раз он представляет саму лабораторию безопасности. Что есть у нас? Видите, здесь есть конкретно пассажиры, которых дети могут и сами пристегивать ремень безопасности. Можем имитировать, можем обучить детей, как правильно пристегиваться в автомашине. Это вот как раз те элементы, которые здесь представлены. Это передвижные столы, мини-дорожные знаки, весь комплекс оборудования. Следующий слайд – это занятия по правилам дорожного движения. У нас есть целый класс в кванториуме, в котором также можно заниматься с детьми по правилам дорожного движения с применением различной оргтехники, дорожных знаков, как это мы видим на этом слайде.
Следующий момент – это вот как раз представлено то оборудование, которое имеется в нашей лаборатории безопасности в передвижном комплексе. Что касается велосипедов, видите специальные магниты, магнитные доски, где ребенку можно объяснить, как правильно оборудовать велосипед, как правильно оборудовать самого велосипедиста для движения уже непосредственно по дорогам на велосипеде. Автобус лаборатории безопасности поможет готовить нам правильно детей, как вести себя в общественном транспорте. Это тоже целый пласт и целая проблема. И когда особенно первоклашек мы приглашаем, и они у нас занимаются в нашем, например, технопарке, то мы разъясняем как раз все основные правила поведения для пассажиров в общественном транспорте. На передвижной, на доске, имитирующей безопасный путь из школы домой, мы можем показать детям, рассказать им про дорожные знаки, про безопасные пешеходные переходы. Можем рассказать им о пути, о так называемом маршрутном листе, который сможет помочь им безопасно двигаться из дома в школу и обратно. Здесь у нас представлено оборудование как автоквантума. Это уже, наверное, больше касается молодых водителей, те, которые учатся у нас на специальном стимуляторе и могут при помощи 3D очков, специального руля и имитирующих педалей тормоза, газа, сцепления научиться по правилам дорожного движения с применением вот этих инновационных технологий, как правильно ориентироваться в дорожном пространстве, как правильно управлять транспортным средством. Светофоры тоже и смарт-доски тоже входят в перечень нашего оборудования лаборатории безопасности. Также мы здесь видим различные информационные стенды, в том числе по оказанию уголки безопасности, стенды дорожных знаков по оказанию первой помощи при дорожно-транспортном происшествии. И практические занятия проходят у нас как в атриуме для маленьких детей, для младшеклассников, также для отрядов ЮИД, которые мы здесь видим, также представлены проведение практических занятий, так и выездные занятия. Это, видите, мы можем приехать. Летом это какие-то открытые площадки, на площадках школ, причем могут быть как спортзалы, так и какие-то небольшие, так скажем, но приспособленные для этого помещения, актовые залы, в которых мы можем развернуть свое оборудование и провести какое-то занятие по правилам дорожного движения. Это тоже все касается практических занятий, в том числе с приглашением сотрудников госавтоинспекции. На этих слайдах мы эти занятия видим. Вот как мы уже говорили, что в этом году у нас отмечалось 45 лет ЮИДовскому движению, специалисты лаборатории безопасности принимали в этом очень активное участие и помогали проведению как раз праздника и слета, посвященного ЮИД. Семинары для родителей и педагогов тоже неотъемлемая часть работы лаборатории безопасности. При проведении республиканского конкурса «Безопасное колесо» в сентябре 2018 года для педагогов был и для детей, участвовавших в конкурсе, был сделан отдельно мастер-класс по правилам дорожного движения с соблюдением всех ПДД. Дети были у нас и пешеходами, и водителями велосипедов. А для педагогов был проведен отдельный семинар, также в котором рассказали о возможностях лаборатории безопасности. И тот раздаточный материал, который выделен нам для того, чтобы раздавать детям в рамках реализации наших проектов. Это световозвращающие элементы, брелки на рюкзачки. Это то, что представлено здесь. Мешочки для обуви, тоже все это со световозвращающими элементами. Соответственно, удостоверение, юный инспектор движения и сертификаты с удостоверением лаборатории безопасности. Это кратко результаты нашей работы по октябрь месяц 2018 года. Проговорить просто. За это время с декабря 2017 года по октябрь 2018 года мы провели более 200 занятий в школах, около 50 занятий в детских оздоровительных лагерях, участвовали в 7 муниципальных праздниках,
провели 4 семинара для педагогов, 5 индивидуальных обучений как раз по методике лаборатории безопасности, которые предлагает лаборатория безопасности. Было охвачено слушателей более 8 тысяч, из них около 1000 это взрослые, родители и педагоги, учащиеся школ более 6500 и около 500 дошкольников. Это наша работа за 11 месяцев. Так, Андрей Федорович в своем выступлении обозначил основные направления деятельности лаборатории безопасности. На данный момент мы пока не видим вопросов от вас, уважаемые слушатели, но вместе с тем мы продолжаем, потому что время у нас еще есть. Так, Мария Николаевна тоже у нас еще с нами, то есть вы можете также ей подготовить ваши вопросы. Ну, пока я бы хотела вот о чем сказать. Дело в том, что так как сегодня наш вебинар информационный, хотелось бы поделиться с вами вот еще какой информацией. Буквально вот на днях к нам поступила информация о том, что во Всероссийской газете «Добрая дорога детства» будут в ближайшее время опубликованы различные методические материалы, которые, на наш взгляд, могут помочь вам в вашей деятельности на местах в образовательных организациях. Данный план размещения методических материалов содержит большой обширный перечень направлений. Этот план будет размещен на нашем сайте, будет как приложение к нашему вебинару, поэтому вы не переживайте, вы сможете с ним ознакомиться и найти всю эту информацию не так сложно. Я тоже вот проэкспериментировала и просто набрала сайт Всероссийская газета «Дорога и добра», и у меня вся эта информация выскочила. То есть по всем месяцам вся эта информация будет у вас в доступе. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Мы непосредственно сейчас тогда переходим к разработке методических рекомендаций, которые содержат примерный план работы отрядов ЮИД. Прежде чем мы с вами обсудим это направление деятельности, хотелось бы вот о чем сказать. Вы будете до конца, да, вебинара? Конечно. Да. Вот о чем хотелось бы сказать. Дело в том, что деятельность образовательной организации по реализации, в данном случае вот нашего примерного плана, она должна, как бы сказать, должна быть проведена предварительная работа образовательной организации. Что здесь имеется в виду? Конечно же, должны быть созданы локальные нормативно-правовые акты, которые будут определять деятельность отрядов ЮИД, такие как положение об отряде ЮИД, затем как раз примерный план мероприятий данного отряда. Но прежде чем приступить к разработке данных локальных актов, образовательная организация заблаговременно, то есть эта работа должна быть не с сентября месяца, а с мая, может быть даже с апреля, администрация образовательной организации будет определять ответственного за профилактику ПДД. Кроме того, может быть, это будет заместитель директора по воспитательной работе, возможно, это будет педагог-организатор, который будет совмещать эти направления. Почему я говорю о таких, казалось бы, простых истинах? Дело в том, что сегодня мы уже открывали вот нашу статистику, и на самом деле количество отрядов ЮИД не такое уж и большое, как хотелось бы на данный момент, но вместе с тем показатели тоже неплохие. Вот лидирует на данный момент, конечно же, Сыктывкар. Но мы надеемся, что благодаря деятельности участников профилактики дорожно-транспортного происшествия этот список пополнится. Так вот, переходим непосредственно в деятельности отрядов ЮИД. Итак, работа по подготовке проведена, то есть в мае месяце, например, администрация уже определила ответственного по профилактике, определила педагога-организатора, который будет осуществлять, и к сентябрю должен быть уже утвержден локальный нормативный акт, который представляет собой положение об отряде юных инспекторов движения и план работы отряда ЮИД. Опять же, если мы говорим о положении, то в той методической рекомендации, которую разработала на данный момент Институт развития образования, положение это есть. Вы сможете тоже с ним ознакомиться,
и за это не переживать. Главное, хотелось бы сказать о том, что данное положение, конечно же, не является нашим авторским. Мы обработали большое количество информации по регионам и выбрали оттуда то, что, как на наш взгляд, кажется основным по данному направлению. По поводу плана мероприятий. Прежде чем его принимать, конечно же, необходимо согласовать его с теми субъектами, которые будут реализовывать данный план. Безусловно, это прежде всего сотрудники местного ГИБДД, да, Мария Николаевна? Дело в том, что в течение года у них также есть свои мероприятия, и им необходимо согласовать с вами то время, те месяцы и даже место, когда и куда им необходимо будет, естественно, прийти для того, чтобы провести какое-либо совместное мероприятие. Кроме того, возможно, даже вот по предложению сотрудников лаборатории безопасности в данные субъекты могут входить даже организации здравоохранения, которые на данной территории имеют место быть. То есть, допустим, даже местная поликлиника, врач, да, терапевт, может также прийти, и в течение года можно предусмотреть для него работу по оказанию первой помощи, да, по оказанию не только первой помощи, но и вообще поведению с человеком, который подвергся, да, какому-либо воздействию, к сожалению, в этой ситуации. То есть направления могут быть разные. Опять же, еще одно из направлений, которые необходимо согласовывать заранее, это подшефные организации. Что мы имеем в виду? При близлежащих образовательных организациях есть дошкольные образовательные организации, которые, например, школа может взять под шефство. Таким образом, такая практика уже даже существует, насколько мне известно, и в Сыктывкаре, когда классы начальной школы берут под шефство какой-то детский сад, может быть, старшие группы, и периодически один раз в 3 месяца, это можно предусмотреть в плане, выходят с какими-либо мероприятиями. Вот в нашей методичке мы говорим о таких мероприятиях, как, например, разработка игр, да, по профилактике дорожно-транспортных происшествий, или инсценировка сказок, которые известны всем, но они будут адаптированы и, так сказать, переиграны, да, с учетом той цели, ради которой создается отряд ЮИД. О том, для чего он создавался, я думаю, уже мне не стоит повторяться, потому что об этом очень много было сказано в начале нашего вебинара, времени остается очень мало. Затем, кроме того, что будут подшефные организации, как я уже сказала, здравоохранение, в первую очередь ГИБДД, вот даже в практике регионов мы нашли и такое взаимодействие с организациями МЧС. Это тоже можно все предусмотреть. И обращаем ваше внимание, что это должно быть все заблаговременно, потому что в сентябре месяце этот примерный план, то есть этот план, это наш примерный план, но это ваш план образовательной организации должен быть уже утвержден и подписан. Что касается непосредственно деятельности отрядов ЮИД. Конечно же, практика рекомендует, чтобы это были дети начальной школы. Желательно даже с 8 лет. Почему? Потому что деток, которые будут в последующем участвовать в этом направлении и, допустим, даже в безопасном колесе, их нужно заблаговременно готовить, и это будет даже не несколько месяцев, а, возможно, год и 2, и, возможно, да, несколько, допустим... Достижение в определенном возрасте, да, участие в безопасном колесе всероссийского. Какое там, кстати, какие там ограничения по возрасту? Скажите, пожалуйста. До 12 лет. С 8? Что? С 8 до 12 лет. Вот такой у нас ценз есть возрастной. Поэтому, как опять обращусь к практикам лаборатории безопасности, они говорят о том, что, конечно, с 8 лет это будет тот возраст, который, можно сказать, впитывает все это, осуществляется хорошая дисциплина, да, их можно смотивировать. И, конечно же, самым большим помощником в отряде ЮИД будет педагог-организатор, который будет направлять деятельность данного отряда в образовательной организации. Что касается самой структуры. Итак, отряд ЮИД возглавляется командиром. Но вместе с тем, независимо от того, что существует командир, конечно же, главное здесь организационное и административное лицо
это педагог-организатор или, как мы уже говорили, человек, который ответственен за профилактику дорожно-транспортных происшествий, он может быть объединен в одном лице. Его также компетенция может быть разнообразна. Ее направление данной компетенции тоже мы выразили в нашей методичке. Вы сможете с ней ознакомиться. Но прежде всего, конечно же, это и заседание штаба, это и отбор тех участников, которые могут входить в актив группы штаба. Спектр направлений, я думаю, что вам, как практикам, уже даже самим может быть, так сказать, определен самими. Вся эта, конечно, компетенция и деятельность, она обуславливается задачами, которые ставит перед собой отряд ЮИД. Это прежде всего профилактики ДТП. По поводу непосредственно направлений деятельности. Если мы говорим о направлении деятельности ЮИД, то ее можно также распределить. Такие направления деятельности, как учебная деятельность, информационная деятельность, деятельность по досуговому направлению, да, каким-то мероприятиям. Я имею в виду тут и праздники, и направления, которые могут включать в себя различные викторины. Да, то есть ваш штаб ЮИД может быть даже разноплановым по разным направлениям. Или это будет один штаб, который будет работать по всем этим направлениям, либо в штаб могут входить участники, которым будет вменено определенное направление деятельности. Конечно же, поддержку отрядов ЮИД должна оказывать администрация образовательной организации. Это не только предоставление так называемого уголка отряда ЮИД, где он может предоставлять свои мероприятия, да, свой план, свои результаты работы. Но, возможно, это даже и какое-то помещение. Может быть, в том же классе начальной школы, где большая часть актива отряда ЮИД, большая часть отрядов ЮИД, чтобы это помещение было в доступе у детей, и чтобы они там могли спокойно собираться, обсуждать свои направления деятельности и реализовывать непосредственно тот план, о котором мы с вами говорим. Ну и что касается самого плана. Кстати, еще направление деятельности, о котором тоже бы очень хотелось сказать, и вот с Марией Николаевной мы об этом обсуждали, социальное направление. То направление, которое может предусмотреть мероприятия по, например, формированию или разработке видеороликов, может быть, каких-то мероприятий, которые направлены не только на образовательную организацию, но и внешне, да, на выход, на тех же родителей, да, на тех же, допустим, обучающихся образовательной организации, как ни странно, но которые даже старше, но младшие могут даже показать пример, да, по тем направлениям, о которых мы сегодня с вами говорим. То есть такая социальная направленность. Это по поводу направления, которое я хотела добавить. И по поводу самого плана. Кстати, вот у нас вопрос поступил. Юрий Юрьевич, наверное, он к вам. Каким образом проходят семинары для педагогов в Центре лаборатории безопасности? Да, вы уже, можно сказать, ответили. Семинары проходят точно. А записаться, я говорил, как подаете заявку на РЦДО, и мы вас включаем в группу. Тогда позвольте мне продолжить. Итак, по поводу самого плана мероприятия, я тоже сейчас его открою. Это вот положение, о котором я тоже говорила. Его вы сможете увидеть. Конечно же, здесь у нас предусмотрена как форма заявления о принятии в отряды ЮИД, планирование отрядов ЮИД. И вот здесь у нас май-август, о чем я и сказала, составление плана, вводные занятия. Кстати говоря, о повышении квалификации. Конечно же, вот не раз сегодня уже коллеги наши говорили о том, что необходимо производить эту работу прежде всего с самими педагогами, потому что они не всегда знают даже, о чем на самом деле и в каком направлении идти. Сентябрь. Оформление общешкольных классных уголков, ознакомление и координация действий образовательной организации в соответствии с планом мероприятий. Вот здесь мы говорим о межведомственных планах, которые уже, возможно, существуют, но на данный момент мы можем с уверенностью сказать, что тех планов, которые существуют в определенных ведомствах. Да? То есть это ГИБДД,
прежде всего. Затем мы говорим о том, какие мероприятия можно производить уже непосредственно во время образовательной деятельности. Это внеурочка, конечно же, проведение ознакомительных мероприятий, посвящение в пешеходы, дети и дорога, уроки о дороге. И вот тут мы рекомендуем уже при участии сотрудников местного ГИБДД, чтобы, допустим, наш отряд УИД уже знал в лицо, с кем он будет сотрудничать и по какому графику. По необходимости также проводятся дополнительные профилактические мероприятия по фактам ДТП, которые произошли на данной местности. Вот Мария Николаевна об этом сказала, что существуют ситуации, когда непосредственно необходимо отреагировать той или иной организации. Юрий Юрьевич тоже сказал о том, что чаще всего они происходят, конечно же, в близлежащей местности к образовательной организации. И, конечно же, это не может не служить поводом для реакции администрации школы. Просим вас обращать на это внимание, и в свой план мы тоже включаем это. По поводу рейдов. Вот, может быть, Мария Николаевна тоже нас больше даже просветит по этому направлению. По проведению патрулирования и рейдов по соблюдению детьми и подростками правил дорожного движения в микрорайоне школы. Мы, конечно же, включили это направление в наш план, но мы хотим сказать, что рейды должны осуществляться только со взрослыми, только при согласовании предварительном с работником ГИБДД, и поэтому к этому надо отнестись особенно внимательно. Кроме того, по итогам рейдов будут нашими детками, да, в образовательной организации готовиться какая-то, можно сказать, аналитика, конечно же, при поддержке педагога-организатора. Да, Андрей Федорович, вот в вашей практике не было такого? Выходили ли вы на рейды ближайших? Смотря в каком качестве. Когда вы были, когда получается, сотрудником госавтоинспекции, тогда выходил, да. Чтобы Соответственно, надо обеспечить безопасность детей, ни в коем случае не выпускать их на проезжую часть. И в любом случае, чтобы дети были одеты в светоотражающие жилеты. Да. И постоянный контроль нужен за детьми, потому что, исходя из того возраста, в котором дети, так скажем, можно сказать, даже несут службу совместно с сотрудниками госавтоинспекции и выдают какой-то раздаточный материал, выходя на дорогу и обращаясь с какими-то обращениями к водителям, то в первую очередь во главу угла должна ставиться личная безопасность детей, а потом уже все мероприятия, которые мы с вами хотим проводить именно на том или ином участке дороги. И, соответственно, должны выбираться те места, где возможно остановить транспортное средство, где это будет безопасно, освещенное место, то есть где мы можем обеспечить безопасность детей, прежде всего личную. Да. В течение года образовательные организации, ответственные за профилактику ДТП при поддержке отряда ЮИД, могут проводить пятиминутки по ДТП во время классных часов, выступать по этому направлению. По содержанию пятиминуток в наших методических рекомендациях тоже есть информация. Просим вас обратить внимание на нее. Хотя, конечно же, мы понимаем, что каждый из вас может использовать информацию, которая существует в интернете. Но в нашей методической рекомендации мы попытались, так сказать, вам работу эту облегчить. По поводу вводных мероприятий я не буду здесь особенно раскрывать, потому что со всеми этими направлениями вы сможете ознакомиться. По поводу МЧС тоже мы сказали, безопасность на дорогах от А до Я, может быть проведено уже. Потом в январе у нас очень мало времени остается, и поэтому у нас мероприятий здесь не так мало в связи с праздниками, но вместе с тем тоже просим обратить внимание, чтобы работа все-таки отряда ЮИД, она должна быть систематической, не какой-то ситуационной, то есть систематическая подразумевает собой ту деятельность каждый месяц, которая будет виден какой-то результат. Тем более, допустим, в феврале, как сказала Мария Николаевна, мы уже предусмотрели школьный этап конкурса соревнований безопасного колеса. И тут мы уже выходим на тех детей, которые в последующем могут принять участие в этом мероприятии. Что касается детей старших классов, конечно же, тоже мы предусмотрели для них игры,
которые могут включать те направления, о которых мы сегодня с вами говорим. Разработку внеклассных мероприятий. Это могут быть и конкурсы, и концерты, и стенгазеты, конкурс стенгазет. И по поводу как раз вот Андрей Федорович затронул вопрос формы. Но мы говорили о вопросах формы на рейдах, а если мы говорим о форме в образовательной организации. Конечно же, отряд ЮИД должен каким-то образом выделяться, да, из общего числа обучающихся, для того, чтобы обучающиеся, так сказать, для них отряд ЮИД был примером, да, и отличительные черты, отличительная форма должна обязательно присутствовать. Конечно же, мы и не говорим о том, что это должна быть полностью какое-то обмундирование, но, возможно, это должны быть какие-то отличительные, как сказать, черты, атрибутика, да. И вот тоже поступило, когда мы разрабатывали эти методические рекомендации, такое предложение, даже можно провести на базе образовательной организации конкурс на то, какая это может быть атрибутика, да. И, конечно же, здесь необходимо учитывать финансово-экономическую составляющую образовательной организации, что она может в этом плане, конечно же, себе позволить. Но это тоже вам наш совет по поводу проведения конкурса. Кроме того, практики, которые не раз и не первый год участвуют, допустим, в том же мероприятии «Безопасное колесо», просят обращать внимание ответственных за профилактику ДТП и педагогов топ-образования на разработку тех же самых речевок и девиза. Дело в том, что очень часто получается так, что и речевка, и девиз были взяты просто с просторов интернета, и они все однотипные. И, конечно же, как мы с вами понимаем, одинаковые речевки и девиз не будут, ну, так сказать, служить положительным пунктом, положительным критерием, да, для того, чтобы, допустим, те или иные участники были отмечены. Поэтому в наших методических рекомендациях мы тоже обращаем на это внимание, чтобы вы все-таки критически относились к тому, что вы видите в этих речевках, какие в них содержатся слова для девиза, да, для того, чтобы тоже они были именно отличительными, и детям, скорее всего, это даже больше понравится, если, опять же, будет или в школе проведен конкурс, или они сами даже будут авторами этой речевки или девиза. Тоже обращаем на это ваше внимание. По направлениям мы вот сказали, по социальным тоже направлениям отметили. Что касается, по поводу вот экскурсий. По поводу экскурсий тоже мы предусмотрели в плане мероприятий выходы на существующие, допустим, в районах организации, да. Но дело в том, что, как опять же, подготовившись, когда мы готовили методические рекомендации, вот было высказано такое предложение о создании, может быть, даже на базе образовательной организации, да, какого-либо ресурса, который позволит детям постоянно знакомиться с деятельностью не только отрядов ЮИД, а вообще по данному направлению, по профилактике. Мы знаем, что музейное дело в образовательных организациях тоже только-только набирает ход. В этом также может поучаствовать и библиотека, например, образовательной организации, где может быть подготовлен, да, какой-то уголок, если образовательная организация не обладает каким-то дополнительным помещением. Но это тоже в качестве рекомендации для того, чтобы данное направление получило жизнь и получило свое продолжение. Кроме того, как мы смотрели практику регионов, каждый отряд ЮИД имеет свой паспорт в образовательной организации. В нем фиксируются, конечно же, не только те ответственные лица, которые входят в него, не только тот актив, но и те направления деятельности, которые, опять же, предусмотрены создателями отрядов ЮИД. В своих методических рекомендациях мы говорим о том, что план занятий членами отрядов ЮИД является примерным и рассчитан на творческое применение организаторами и руководителями отрядов юно-второго движения. И при возможности членами отряда могут быть организованы занятия по автоделу, стрельбе, журналистской работе и другим направлениям.
И, конечно же, вот здесь еще мы говорим о том, что отрядам необходима строевая подготовка. Все-таки это направление имеет задачу дисциплины, да, повышения дисциплины. Строевая подготовка тоже в этом поможет. И, конечно же, в образовательной организации этим может заняться педагог, допустим, по ОБЖ. Но это тоже как рекомендация для вас. Итак, наш вебинар сейчас будет завершаться. Мы посмотрим, есть ли у нас вопросы. И, может быть, кто-то из участников хотел бы что-то добавить. Я обновлю страницу. Но вот пока вопросов нет. Вот, Мария Николаевна, может быть, вы бы хотели добавить что-то по плану мероприятий в образовательной организации? Хотелось бы сказать по поводу рейдов. В городе Сыктывкаре у нас был первый опыт выхода юных инспекторов движения в рейд совместно не только с сотрудниками госавтоинспекции, но и с инициативной группой граждан «Родительский патруль». На самом деле опыт очень интересен и эффективен, в том числе тем, что, во-первых, мы активно пытаемся поднять наших родителей для участия в данном проекте. Проект зарекомендовал себя положительно в России, и очень бы хотелось, чтобы родительский патруль работал у нас. Мы заметили плюсы, в том числе и такие, как родители видят и учатся видеть своих детей со стороны. И на самом деле многие из них пребывают в легком шоке от того, как дети переходят дорогу, как они идут по пешеходному переходу, как они умеют перебегать большими стаями вне пешеходных переходов. А совместная деятельность ЮИТ и родительского патруля объединяет в вопросе безопасности дорожного движения родителей и детей, что, как в самом начале подчеркнули все выступающие, очень важно. То есть и родители, и ребенок за руку оказывается вместе по одну сторону баррикады. То есть они вместе смотрят на одну и ту же проблему и пытаются вместе ее решить. Я думаю, что это очень позитивный опыт. Хотелось бы, чтобы он был поддержан районами и городами республики. Да, безусловно. Вот тоже в наших методических рекомендациях мы говорим о том, что, возможно, те, как сказать, субъекты, на самом деле, профилактики дорожного движения именно в образовательной организации, в которой, может быть, включены и родители, можно разработать даже алгоритм действий в определенных ситуациях, да, в определенных ситуациях на дороге. И вот именно те участники, о которых вы сейчас говорите, то есть не только школа, а сами родители могут принять участие в разработке данных алгоритмов. И деятельность, и действия по этим алгоритмам, конечно же, результат будет показывать на наших детях. Опять же, тоже вот благодаря сотрудникам лаборатории безопасности многие предложения были включены в наши методические рекомендации Марии Николаевны. Тоже они были просмотрены заранее и тоже были принесены предложения свои. Ну, уважаемые коллеги, на данный момент мы будем завершать наш вебинар. Я вижу, что пока вопросов нет. Хотим подчеркнуть и обратить внимание на то, что мы, сегодняшние участники вебинара, готовы к диалогу. И если у вас будут вопросы после вебинара, вы также можете их направлять в Центр развития общего образования, воспитания и социализации личности, методистом которого являюсь я, Михайлова Екатерина Михайловна. Кроме того, сотрудники ГИБДД в лице Марии Николаевны Поляковой, тоже ее данные вы сможете найти, да, на сайте ГИБДД Республики Коми. Да, хотелось бы еще в плане информационной поддержки сказать, что у нас функционирует группа уже больше года. Найти ее очень легко. В любом браузере вы набиваете ГИБДД пробел 11, и выходит наша группа, официальная группа управления госавтоинспекции по Республике Коми ВКонтакте. Там мы публикуем не только сводку дорожно-транспортных происшествий за сутки с фотографиями, но и различные методические рекомендации для педагогов, родителей. У нас даже есть особая рубрика, называется «На заметку ответственным родителям». Там же мы публикуем большое количество наглядных макетов, которые можно использовать в уголках дорожной безопасности и для работы с детьми, и в том числе для работы с родителями в рамках родительских собраний. Поэтому
Будем очень рады вас видеть. И будет очень приятно, если наши разработки вам послужат хорошую службу. Ну вот, уважаемые слушатели, подводя итоги, хотелось бы вот что сказать. Конечно же, те ресурсы, о которых было сегодня сказано, будут размещены на нашем сайте. Кроме того, ресурс сегодня сказала еще Мария Николаевна. Всероссийская газета «Дорога и добра», обращайте на нее внимание. Наш примерный план, который будет размещен. Деятельность лаборатории безопасности также открыта. И вот весь этот пласт, мы надеемся, поможет в дальнейшем это направление развивать, и статистика создания отрядов ЮИД в образовательных организациях будет гораздо выше. А статистика, которая показывает происшествия, дорожно-транспортные происшествия с участием детей, мы надеемся, будет снижаться в разы. Мы очень надеемся на вашу активную позицию, даже не только профессиональную, но и гражданскую, потому что у каждого из нас есть тоже дети. И, конечно же, мы очень надеемся на то, что сегодняшний вебинар был достаточно информационно насыщен, и в последующем мы также будем стараться встречаться. Кроме того, те методические рекомендации и примерный план, о которых мы сегодня говорили, мы всегда рады услышать ваши предложения, опять же, которые могут быть рассмотрены и включены в те разработки, о которых мы сегодня говорили. На данный момент мы завершаем. Благодарим участников сегодняшнего вебинара. Надеемся на очередные встречи. Всего вам доброго и соблюдаем правила дорожного движения. До свидания. До свидания. Так, там задержка несколько минут идет, поэтому можно пока еще Можно не побыть. прыгать, да? Посидеть в кадре. Да, там задержка несколько секунд, не минут, а секунд. Юрий Юрьевич, пока не забыла, хотела вас спросить по поводу видеоролика. Помните, мы быстро встречались? На каком этапе? Отлично. Потому что я помню, хотели присылать план, не план, а сценарий. Сценария что-то мы так и не дождались. Наверное... Мы пошли по более короткому пути. Практически все сделали, озвучивали, а направленное направление. Хорошо. Мария Николаевна, вот, может быть, мы еще в сети, может, вы ответите, в родительском контроле обязательно участие сотрудников Нет, ГИБДД? не обязательно. Опыт показывает, что мы выходим, если есть необходимость у школы, мы выходим можем выйти в первый рейд с родительским патрулем. Если есть, опять же, необходимость, собираем собрание инициативных групп граждан, где мы объясняем цели, задачи родительского патруля, что возможно делать, что нельзя делать. В каких случаях родительский патруль вмешивается, в каких дожидается, предположим, что ребенок перебежит уже дорогу, потому что нет смысла его останавливать посередине проезжей части, если он уже скорость набрал. Вот. У родителей чаще всего встречаются такие вопросы, как могу ли я делать замечания ребенку, корректно ли это, правильно ли это. Но чаще всего после первого рейда все сомнения рассеиваются, потому что, говорю, родители многие неприятно, к сожалению, удивлены остаются тем, что они видят, как дети переходят, что они делают и так далее. В сознании детей, которые неправильно ведут себя на дороге. Что вот касается, может быть, мы еще в сети. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, нужно или нет делать замечания. Что в этом? Обычно мы обсуждаем. Я говорю, конечно, замечание рознь, в какой форме оно произнесено. Всегда перевожу на собственный опыт каждого из родителя. Спрашиваю, как бы вы, как родители, отнеслись к тому, что вашему ребенку сделали замечание, когда он ведет себя небезопасно? Большинство родителей говорит, да, я за то, чтобы отдергивали моего ребенка, потому что, возможно, именно это действие не приведет к трагедии. Поэтому мы оговариваем, как мы можем делать замечания, как замечания делать нельзя. Чаще всего в такие рейды выходят педагоги. Замечательно, если есть педагог, который ответственен за профилактику дорожно-транспортных происшествий, он активно принимает участие в родительском патруле. Вот. И именно он уже ведет, записывает класс ученика. Есть опыт работы у нас в одной из школ столицы, где данный педагог потом ходит по классам и активную работу ведет в классе, то есть доводит и до родителей, и до педагога, и проводит классный час на тему
правил дорожного движения и соблюдения правил безопасности на дорогах. Да, очень важное замечание. И, уважаемые слушатели, скажите, вы нас еще слышите? Пожалуйста, может быть, кто-то из вас даст нам понять, получаете ли вы сейчас в данный момент, вот в реальном времени, информацию? Системный администратор тоже пока молчит. Тишина, да. Ну, скорее всего, тогда наш Еще один вебинар вопрос. А закончится. кто у вас будет заниматься подготовкой итогового отчета, который нужно предоставить 25 декабря? Скорее всего, я. Скорее всего. То есть, если что, вопросы можно будет задавать вам. Только единственное... Республиканская, да, у вас будет бумага, подписанная от всей республики? Или Сыктывкар? Только Сыктывкар. А за республику? Так, а что активно от этого отталкивается? Говорит, нет, это не я. Значит, Быстрова задам вопрос. Наверное, она ответит. Хорошо. И по срокам, когда готовы будете показать? Да. Следующая неделя. На этой неделе. Отлично. Замечательно. Телефоны ведь у вас есть наши. Отлично. Проверено все? Да? Нет, нет никого. А давайте телефончик я вам оставлю, потому что лучше... Да, она должна была выйти вчера, 19-го. Может быть, не через третьи руки, а напрямую? Хорошо, телефон тогда я оставлю и городской сотовый вам. Все? Нет, я уже отключила. Да. Все, спасибо вам огромное. Скажите, как Спасибо. ваше впечатление? Вы первый раз участвовали в вебинаре? Я, да, точно. Юрий Юрьевич? Я думаю, что нужно больше лекций для того, чтобы больше было. Да, больше было практического опыта. То, что мы со своей колокольни рассказали, это наши люди. Конечно же. Людей Да. реалисты. Ну, у нас первый самый вебинар по этому направлению. Всего вам доброго. 8904 239 49 80. И еще есть городской. Господи, как слушайте. И 27 2